Уважаемые жители республики, добрый вечер. Сегодня я нахожусь в Сосногорском районе. Об этом расскажу чуть позже. Сначала, как обычно, об эпидситуации. Сегодня в республике лабораторно подтверждено 2687 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за сутки 114 человек, из них 81 – это Воркута и Усенск. Под медицинским наблюдением 1670 человек, выздоровело 1189, за сутки выздоровело 49 человек. Сегодня, накануне Дня медицинского работника, который мы будем отмечать в это воскресенье, я побывал сразу в двух учреждениях здравоохранения республики. Сначала мы открыли после ремонта детскую больницу в Ухте. Корпус был отремонтирован в рамках социального партнерства с ПАО «Газпром». Произвели качественный капитальный ремонт, которого здесь ждали очень много лет. За счет бюджета республики закуплено самое современное медицинское оборудование и мебель. Теперь здесь создан стандарт, на который мы будем равняться. Сегодня я также побывал в Сосногорской центральной районной больнице и с огромным удовольствием поздравил с наступающим профессиональным праздником сотрудников этого учреждения. Наши медицинские работники сегодня не просто стоят на страже здоровья людей, они работают на передовой, в красной зоне, отвечая за нашу безопасность. И им за это огромная благодарность. Сегодня стали известны имена победителей всероссийского конкурса врачей, среди них 3 врача из Республики Коми. Первое место в номинации «Лучший невролог» занял Лузин Анатолий Владимирович, заведующий психоневрологическим отделением Республиканской детской больницы. Второе место в номинации «Лучший терапевт» Илюшина Лариса Викторовна, заведующий отделением ревматологии кардиодиспансера. Второе место в номинации «Лучший офтальмолог» Закопайко Сергей Юрьевич, врач-офтальмолог Воркутинской больницы скорой медицинской помощи. Поздравляю наших врачей с победой, всех медицинских работников республики с наступающим профессиональным праздником. Будьте здоровы, дорогие медицинские работники. Также я побывал на производственных предприятиях Сосногорска, посетил крупнейший в республике тепличный комплекс Сосногорский, где применяются самые современные технологии круглогодичного выращивания овощей. Побывал на Сосногорской швейной фабрике, которая является одним из передовых предприятий легкой промышленности республики. Сотрудники фабрики внесли большой вклад в борьбу с коронавирусом. Они одни из первых начали производить средства индивидуальной защиты. Также побывал на железнодорожном вокзале в Сосногорске. Здесь завершается строительство нового здания, остаются только работы по благоустройству привокзальной площади. На днях у меня также состоялась рабочая встреча с руководством Северной железной дороги. Мы обсуждали реконструкцию и обустройство железнодорожных вокзалов и станций на территории республики. И еще одно, о чем я хотел с вами сегодня поговорить и обсудить. 25 июня начинается голосование за поправки в Конституцию России. Некоторые из вас в эти дни могут находиться далеко от дома. В этом случае можно до 21 июня прикрепиться к ближайшему избирательному участку по месту вашего пребывания. Сделать это совсем несложно. Можно обратиться в ближайшую территориальную или участковую избирательную комиссию или в МФЦ, а также через портал госуслуг. Лично я уже прикрепился к избирательному участку в Сыктывкаре. Считаю, что участие в голосовании за поправки в Конституцию – это ответ каждого ответственного гражданина России. Уважаемые жители республики, это все, что я хотел сказать вам сегодня. Будьте здоровы, берегите друг друга. До завтра.